Миссис Аланла. В этом видео я хотел поднять такую тему, как чума, биологическое оружие, которое было использовано против аланского, ногайского и кумыкского народов, о том, почему в Карабатае, который сегодня называют оккупанты Кабардой, практически не осталось тюркских поселений. Здесь надо отметить очень важный, на мой взгляд, момент, что задолго до начала так называемой Кавказской войны, около 300 лет, по моей прикидке, примерно это все продолжалось, сопротивление Ногайской Орды, затем Кумыкского шамхальства, затем уже это все пришло война к нам, вот. И самым ненавистным противником для российских оккупантов с первого дня и до сегодняшнего дня являются именно три перечисленных мною народа. Именно по этой причине до сих пор ни у нас, ни у кумыков, ни у ногаев нету собственных каких бы то ни было даже автономий целостных, территориальных. Мы народы, которые даже будучи компактно проживающими на своих территориях, лишены возможности иметь свою республику, хоть даже и номинальную. Как, например, Чечня или Ингушетия, или Адыгея, или Осетия. Вот. Это недвусмысленный намек на то, что именно народы тюркского корня являются с самого начала и до сегодняшнего дня основным противником для российских оккупантов. И биологическое оружие, чуму российские войска применяли именно по отношению к нашим народам, директно, я подчеркиваю, по отношению к тюркским народам. По этой причине сегодня в Карабатае и большей части так называемого Ставропольского края, так называемого Краснодарского края практически не осталось каких бы то ни было следов тюркского населения. Ни ногаев, ни кумыков, ни аланов. Вот такая вот была ситуация. Имейте это в виду и не позволяйте вводить себя в заблуждение.